Сегодня я нахожусь в замечательном месте. Это ресторан Генецвали, где можно насладиться настоящей грузинской кухней и великолепным домашним вином. Со 2 апреля во всех кинотеатрах города премьера фильма «Битва за Севастополь». Павличенко не просто солдат. У меня бойцы идут в бой с именем на устах. Улыбайтесь, Павличенко. Улыбайтесь. Но мы отступаем! Понимаете, отступаем! И несем огромные потери! И завтра этими потерями будете вы! Если ты не придумаешь, ради чего тебе жить, то тебя убьют. Люд, 27 марта в арт-клубе Infinity пройдет битва гитаристов. Самые молодые, сильные и талантливые гитаристы сойдутся на этой сцене. 31 марта в 19:00 в концертном зале СОГУ пройдет рок-опера «Юнона и Авось». 1 апреля, в День дурака, ровно в 20:00 в Редбери баре пройдет стендап-шоу с участием лучших стендаперов нашего города. Ну и, конечно же, не забываем про ночную жизнь. В эту субботу для вас будет играть диджей Рома Бергер. Будет незабываемое шоу. Сегодня в гостях у видеоафиши интересный человек, президент интернационального клуба Кунаки, успешный предприниматель и реставратор Юни Успанов. Привет, Юни, и первый вопрос такой. Ты родился в Моздоке, расскажи, пожалуйста, о себе. Я моздокчанин, вырос в Моздоке, у нас в семье 9 детей. Естественно, большой отпечаток на меня, конечно, сыграла город Моздок. Когда ты бываешь, уже начинает жизнь тебя куда-то бросать в другие места, ты начинаешь реально ценить то, что где ты вырос, как ты вырос. То есть то, что тебе казалось нормальным, потом ты понимаешь, что оказывается не везде так люди относятся друг к другу. И понятие интернационализма, и интернационализм меня сделал этот город. Юни, а как появилась идея создания интернационального клуба Кунаки? Если говорить об интернациональном клубе Кунаки, то эта идея, она возникла более уже, получается, масштабных делах. Это помог, наверное, интернет. Я был категорически всегда противником интернет-общения. А тут Facebook вроде бы как высшая лига, вроде бы все умные, достойные, какая-то площадка для более интеллектуального общения с людьми. Более того, продвижения каких-то своих проектов. Начал общаться. Ну и решил из инета забрать с собой в реальную жизнь своих друзей. Материализовать. Да, то есть материализовать их и с ними остаться друзьями по жизни. И вот как-то с Моздока выезжаю в свое заведение в Грозном
И пишу, я еду в Грозный, кто хочет со мной познакомиться, кто не боится, хотел бы, чтобы со мной пообщаться, кто хотел бы меня узнать, пожалуйста, приходите, мы поужинаем вместе. Потом мы уже начали организовывать, как первая, вторая встреча, на второй встрече уже мы решили, давайте назовем это, как назвать, интернациональный клуб Кунаки. Кунаки — это побратимы разных народов, а интернациональный, естественно, потому что разные национальности. Вот так вот возникла эта идея. Юни, вы активно работаете в сфере туризма. Кизиной Ам. Расскажите нам о нем поподробнее. Спортивно-туристический комплекс Кизиной Ам – это построенный правительством Чеченской Республики. Мне отдано в управление, я его довожу до ума и, естественно, занимаюсь его продвижением. Но опять же, мне интересно этим заниматься не просто даже как бизнес-проектом, а, наверное, как возможность проведения многих мероприятий именно на площадке этого Кизиной Ам. Но я решил воспользоваться этим моментом, пока не пошли туда большие туристы там с какими-то бизнес-проектами. Я решил эту площадку этой гостиничным комплексом, ресторанным комплексом, этими прекрасной природой, горами, этой стариной, которая вокруг есть, воспользоваться так, чтобы сейчас, пока есть возможность, на этой площадке проведения кучи других вот мероприятий, которые связаны с детьми, там, тот же куначеский проект, который мы уже проводили, там встречу кунаков уже. Юни, вы потрясающий собеседник. Все вопросы, которые я задумал, вы схватываете и рассказываете сами. Но последний вопрос вас заставит задуматься. Если бы у вас была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы вы встретились и что бы вы у него спросили? Мне хотелось бы пообщаться с хромым Тимуром, который пришел сюда, на Кавказ, и загнав наши народы в горы, которые не покорились ему, и который сказал фразу, я хотел бы в этот момент его услышать, когда он сказал, что они не покорятся, а мертвые дань не платят. И развернулся, ушел со своим войском. Спасибо, Юни, за очень интеллектуальную и интересную беседу.